Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. О демографии, социальных контрактах, реабилитации людей с инвалидностью, а также о программе «Вместе к активному долголетию». Сегодня поговорим с гостьей в студии Еленой Волковой, министром труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Вот расскажите, пожалуйста, над какими новыми решениями работает Министерство труда в области дальнейшей поддержки семей с детьми? Сегодня мне бы хотелось рассказать о тех решениях, которые мы сегодня как министерство готовим в области поддержки семей с детьми. Это решения, озвученные во исполнении поручений главы республики, которые Айсен Сергеевич озвучил буквально вот недавно, в июле этого года. В преддверии Дня семьи, любви и верности было дано поручение о разработке дальнейших решений, направленных, во-первых, конечно, на поддержку многодетных семей. Сегодня нами во исполнение поручения главы разработан уже проект закона регионального по увеличению размера материнского капитала, республиканского материнского капитала «Семья», на который имеют право семьи при рождении третьего или последующего ребенка, если они его не реализовали ранее. И такой размер будет увеличен до 300 тысяч рублей или в 2 раза, начиная уже с 2024 года. На сегодня проект закона уже подготовлен, как я сказала, и вот в осеннюю сессию будет внесен на рассмотрение уже депутатам. Вот. Кроме того, Айсен Сергеевич дал поручение о разработке направления по поддержке молодых семей, и теперь также разработан проект решения о учреждения единовременной выплаты для молодых семей, супруги которых будут в возрасте до 25 лет включительно. И такая семья при вступлении в брак также уже теперь будет иметь выплату единовременную, своего рода подарок от республики в размере уже до 50 тысяч рублей. Вот. Также, конечно, хотелось бы отметить, что мы продолжаем реализацию тех решений, которые главой республики были приняты в прошлом году. Во-первых, конечно, это наиболее такой известный уже на сегодня целевой капитал «Дети столетия». В этом году его размер проиндексирован и составляет 105 тысяч рублей. В следующем году тоже он будет индексироваться, уже около 110 тысяч рублей составит. И этот капитал продлен еще на 5 лет. И следует отметить, что уже довольно много семей воспользовались, порядка 5000 семей воспользовались этим целевым капиталом. Ну и вот эту работу мы, конечно, продолжаем. Кроме того, с прошлого года тоже является одним из новых решений в сфере поддержки семей с детьми. Это выплата единовременная для многодетных семей, кто решил не пользоваться земельным участком, и теперь такая семья может воспользоваться денежной выплатой в размере 200 тысяч рублей и эти средства направить на улучшение жилищных условий. Я здесь хочу отметить, что в совокупности вот этих решений, с учетом увеличения материнского капитала «Семья», то, о чем озвучил глава республики, уже в 2024 году только за счет регионального бюджета на улучшение жилищных условий можно будет направить в размере не менее чем 600 тысяч рублей. Ну, конечно, если ранее семья этим правом не воспользовалась. Вот. Ну и, конечно, хотелось бы отметить, что не только выплатами, но и мероприятиями в целом, направленными на поддержку статуса отцовства, материнства, многодетности. Мы реализуем дальнейшую семейную политику. И из новых решений уже этого года мы вот буквально недавно провели большое, очень хорошее мероприятие. Это также семейный конкурс. Мы надеемся, что он станет традиционным. Называется «Отец года». 19 команд из разных уголков нашей республики принимали участие в этом конкурсе. И изюминка этого конкурса в чем?
Мы запланировали телевизионную версию этого конкурса. В течение тех дней, когда шел конкурс, наши компании телевизионные снимали полностью весь процесс. И начиная с сентября запланирован цикл телевизионных передач, которые будут показаны, и по результатам этого цикла будут объявлены уже победители. А пока сегодня это, так скажем, интрига. Ну, будет очень интересно понаблюдать за участниками, конечно, последить за их развитием. Ну, и в министерстве много всего интересного происходит. Вот что касается материнского капитала «Семья», то есть там 50 тысяч рублей на всю семью положено или на каждого супруга в отдельности? Материнский капитал «Семья» Ну, будет... не семья, а молодым семьям. Молодым семьям. имею в виду, да. Это будет на семью, На семью, безусловно, да. да. Средства можно будет направить, ну, в общем-то, по желанию супругов. У нас не предусматривается какой-то Каких-то условий регламент особых нет, да? условий. Да, конечно, это можно будет направить на проведение свадьбы, а может быть купить кольца, какие-то вот свадебные аксессуары. Все это возможно будет. Ну вот сегодня на слуху мера поддержки, как соцконтракт, да, вот много новых решений принято в этой области. Расскажите более подробно о них. В действительности социальный контракт является одним из наиболее эффективных, так скажем, методов работы и механизмов работы с трудной жизненной ситуацией. Многие семьи, например, ищут работу, находятся в поисках, да? Многие хотят реализовать свой трудовой потенциал через создание нового своего какого-то дела, да? Многие хотят развивать личное подсобное хозяйство. Я вот буквально недавно, вот на днях мы были в Горном районе, смотрели замечательный пример. Семья, в которой растет 6 ребятишек, при использовании социального контракта взяли буквально, значит, трактор, да, приобрели, а сегодня уже, значит, начали развивать свое личное подсобное хозяйство. На сегодня уже и администрация Горного района подключилась, помогли в строительстве коровника. Сегодня уже 65 голов КРС эта семья уже имеет. Понятно, что это молоко и мясо. И семья не останавливается на достигнутом, но это очень действительно замечательные примеры, которые мы и дальше будем развивать. В целом у нас на сегодня заключено 3600 контрактов за период этого года. Из них, конечно, наибольшую, так скажем, долю приходится на развитие личного подсобного хозяйства, на создание собственного дела. Вот. И общая сумма средств, которая уже направлена в этом году, 477 миллионов рублей. Вот поэтому мы активно пропагандируем эту меру поддержки. Пожалуйста, кто хочет создать собственное дело, можно обратиться в управление социальной защиты, и вам подскажут, безусловно, что для этого нужно. Для этого нужно бизнес-план, то есть это примерный план, как вот, значит, семья планирует создать то или иное там дело. Начиная, у нас очень хороший, в Жиганске мы буквально были недавно, открыли, одна семья открыла и автомастерскую, значит, и плюс автомойку. Вот. То есть совершенно различный спектр услуг можно организовать при поддержке социального контракта. Ну и хочу, конечно, отметить, что в этом году есть новое направление. Это значит, специальные программы, которые мы открыли для людей с инвалидностью. Вообще в целом социальные контракты у нас предоставляются, значит, семьям с низкими доходами. Для людей с инвалидностью мы несколько повысили порог. Теперь уже семья, в которой, ну, вот есть, значит, член семьи с инвалидностью, но доходы мы повысили до 1,5-кратной величины прожиточного минимума с тем, чтобы, так скажем, организовать возможности для людей с инвалидностью заняться собственным делом, чтобы эти возможности были шире. Да? И вот у нас уже на сегодня 58 таких семей уже взяли поддержку, и сейчас идет подготовительная работа, открывает собственное дело. Вот. Ну и одно из таких, наверное, тоже важных решений, Айсен Сергеевич буквально на одной из последних встреч с ветеранами озвучил о необходимости, значит, разработки специальных программ и для старшего поколения. Вот. Потому что наши
Старшее поколение тоже хотят быть занятыми, там, на пенсии, допустим, но тем не менее различные программы социальной направленности могут быть реализованы. Сейчас мы тоже работаем над этим. Ну, вот как раз в последнее время все больше говорится о поддержке активного долголетия старшего поколения. Да? Вот в республике реализуется программа «Вместе к активному долголетию». Вот какие сегодня есть результаты, ну и планы по реализации этой программы может, на будущее? Но в действительности у нас есть такая программа «Вместе к активному долголетию». За прошлый год 5000 человек у нас прошли различные программы. Значит, ну, конечно, мы считаем, что этого недостаточно. Да? У нас в республике около 160 000 человек в возрасте 60+. И, конечно, многие из них вопросы задают, куда сходить, где можно, значит, какие-то получить, может быть, услуги дополнительные и так далее. Мы в этом направлении работаем в первую очередь по расширению услуг дневного пребывания. Это полустационарная форма социального обслуживания, когда днем человек может подойти и получить комплекс социально-медицинских услуг. Да? То есть это и помощь психолога, это помощь социальных работников, это помощь определенная, значит, медицинская, да, это культурно-досуговые, значит, мероприятия и так далее. Вот такой программы у нас на сегодня уже в этом году будет охвачено до 600 человек. Да? Но опять же считаем, что это направление должно развиваться. Она должна появиться, конечно же, в районах республики. Вот. В этом году, значит, у нас есть очень хороший социальный партнер, клиника «Аврора». Да? Значит, работаем с ними уже 3-й год по такому стационарному, точнее полустационарному обслуживанию, а в этом году они попробовали уже не только в Якутске, но и в районе. Да? Вот в Хангаласском районе в этом году тоже открыли такой, значит, заезд. А в целом, буквально недавно также проходила встреча с ветеранами. Айсен Сергеевич встречался с нашим республиканским активом ветеранов. Это был республиканский форум ветеранов, посвященный 80-летию разгрома фашистских войск на Курской дуге. И, конечно, состоялся очень хороший разговор, и представители наших ветеранских организаций озвучивали свои предложения. И по предложению Республиканского совета Айсен Сергеевич поддержал и дал поручение правительству о создании, вообще продумать вопрос создания Центра активного долголетия в Якутске. Вот, внести конкретные предложения со сроками его реализации. Конечно, такой центр нужен там, где люди смогут собираться, общаться, да, реализовывать какие-то свои общественные инициативы и так далее. А в целом же по районам республики тоже на сегодня достаточно активно подключились и районы к внедрению новых подходов и технологий работы, которые бы направлены были на поддержание активного долголетия. Буквально недавно, вот в прошлом году в Намском районе, а в этом году в Чурапчинском районе мы провели совместно с администрациями, значит, районов очень интересные, так скажем, летние лагеря. Вот. Для старшего поколения, можно сказать, лекала взяли с пионерских лагерей. Ровно по такому же принципу был организован досуг наших представителей старшего поколения. По итогам получил очень хорошую оценку, поэтому мы, конечно, сейчас работаем над тем, чтобы такие лагеря в летний период назвали очень красиво «Серебряные каникулы», появились во многих районах республики. Вот. Ну и, конечно, не могу не сказать о дальнейшем развитии системы социального обслуживания как таковое. Мы с этого года попали в федеральный проект по системе долговременного ухода. Будем в пилотном режиме организовывать соответствующие мероприятия. В этом году вводится в Намском районе дом-интернат, но это будет не просто дом-интернат, а планируем создание социально-геронтологического центра, чтобы на его площадке могли получать помощь и на основе временных таких, так скажем, заездов в целях поддержки родственного ухода.
Ну, бесспорно, поддержка нашим пожилым людям нужна, да, может быть, у многих появится какая-то новая жизнь даже, да, благодаря таким программам, уже будучи на пенсии. Елена Александровна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы на благо жителей нашей республики. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.